Сегодня в нашем репортаже Александр Черепанов расскажет об итогах своей деятельности за полгода. Именно это время он занимает эту должность. Напомним, выборы главы Ленского района состоялись 10 декабря 2023 года. За это время была начата реализация крупных проектов. На высоком уровне проведены выборы президента Российской Федерации. Началась подготовка к празднованию Исаа Халанхо 2027. Дважды глава района побывал на СВО, куда был доставлен ценный груз. В своем интервью Александр Черепанов рассказал, будет ли строиться физкультурно-оздоровительный комплекс на бульваре Ягнышева, о строительстве детской школы искусств и появлении новых клубов в поселениях. Далее более подробно. Сначала о самом важном. За полгода глава района дважды побывал в приграничных территориях, где передал важный груз для ленских ребят, служащих в зоне проведения специальной военной операции. Мы работаем согласно заявок от наших ребят. Действительно, это уже был второй раз. Мы в июне месяце поездку эту осуществили. Первый раз поездка была в январе месяце. Тоже порядка 22 миллионов. Отвозили машины, оборудование, бронежилеты. Ребята делают заявки и просят то, что необходимо там, на фронте. И, конечно же, оставаться в стороне в данном случае мы тоже не можем, да, и совместно и с нашим населением, с нашими работниками, и с организациями пополняем наш фонд победы, да, в том числе мы за счет районного бюджета какие-то выискиваем остатки, резервы для того, чтобы нам пополнить и закупить специальное оборудование. В этом году мы тоже закупили 3 машины, оборудование, это радиоэлектронная борьба, это тоже бронежилеты. Это тоже антидроновое ружье покупали. И для того, чтобы ребятам там было спокойнее, скажем так, да, и не чувствовали себя какую-то защиту, да, вот, и то оборудование, которое позволит это сделать, в том числе квадрокоптеры, потому что нужда по ним достаточно серьезная там. И поэтому мы, конечно же, ребят не оставляем без внимания их заявки, и поэтому мы стараемся удовлетворить по максимуму все, что они просят. Помощь бойцам будет продолжаться и дальше. Александр Черепанов поделился и радостной новостью. По решению главы республики национальный праздник Исаа Халанхо 2027 пройдет в Ленском районе. Подготовка к значимому событию уже началась. Мы надеемся, что этот праздник позволит нам решить ряд инфраструктурных вопросов, в том числе и вопросы с дорогами, да, потому что есть у нас моменты, которые требуют внимания отдельного. Ну и, конечно же, это приобщить наших недропользователей на нашей территории. Достаточно большой перечень находится. Ну и, конечно же, приобщить к нашей национальной культуре, то есть к нашим традициям, для того, чтобы они понимали, где находятся, да, то есть и какие обычаи и культуры здесь присущи. То есть в целом республике, ну и, конечно же, на нашей территории. В этом году делегация от Ленского района побывала на праздновании Исаа Халанхо в селе Амга. Съездили по обмену опытом. В следующем году планируется перенять опыт у Нерингли. Есть вероятность того, что Ленскому району снизят отрицательный трансферт, который районный бюджет уплачивает уже несколько лет в республику, или совсем его отменят. Также в своем интервью Александр Черепанов рассказал, что в районе продолжается строительство социально важных объектов – школы искусств в городе и школы в селе Натора. Заложены средства на начальный этап строительства домов культуры в селах Нюя и Бичинча и спортивного зала в селе Дорожный. Сколько заявок мы не подавали, да, в инвестпрограмму, к сожалению, обратной связи мы не получали, и мы вынуждены были, да, начать за счет местного бюджета начать эти стройки в этом году, потому что понимали, что сроки проектно-сметной документации уходят, да, необходимо в дальнейшем потом проводить изыскания заново, проводить актуализацию проектно-сметной документации. И в этом году при поддержке районного совета депутатов объекты у нас вошли. У нас вошел Дом культуры в селе Бичинча с отделением детской школы искусств. Сейчас к концу июня, я надеюсь, что мы контракт уже оторгуем, заявки мы опубликовали, сейчас идет такая процедура, кампания идет по приему заявок от подрядных организаций. Также у нас на этом же этапе находится культурно-спортивный комплекс в селе Южная Нюя и 37-квартирный дом. 37-квартирный дом – это такая тоже острая необходимость, потому что вопрос это у нас злободневный в части комплектования по кадрам. Это как и наших учителей, так и врачей. То есть вопрос это очень серьезный для нас, потому что мы понимаем, что по вторичному рынку мы вопрос не закроем, и необходимо вот это строительство. И, конечно же, мы тоже в этом году средства предусмотрели.
Сейчас тоже к концу июня, начало июля, надеемся, что мы уже определим подрядную организацию, да, и работы начнутся. Что касается села Дорожного, у нас в селе Дорожный вышла проектная компания, организация, сейчас проводятся работы по изысканию. Мы надеемся, что к концу третьего квартала, да, мы получим уже проектно-сметную документацию, соответствующей госэкспертизой сметной части, да, и мы уже к концу года торгуемся. В этом году у нас завершились работы по спортзалу Пеледуй. Долгожданный проект для жителей Пеледуя, потому что там, в принципе, отсутствуют спортзалы, да, только при школе находится. И, конечно же, да, это станет местом для развития физической культуры и спорта. Сейчас этот объект у нас находится, в принципе, на завершающей стадии, да, работы все выполнены. Заканчиваем работы по противопожарным мероприятиям. И в этом году также хотим закончить вопросы по благоустройству. Заканчиваются строительные работы в сквере Старожилов. Завершается монтаж светильников и малых архитектурных форм. Также ведутся ремонтные работы в муниципальных учреждениях. В этом году должно начаться благоустройство микрорайона Теплый Стан. Работы запланированы на 2 года. Средств выделено выше 130 миллионов рублей. Отдельно у нас работа ведется по Натуринской школе. Там идет, к сожалению, да, все прекрасно жители знают, ситуация по Натуринской школе, там в связи с неверными проектно-сметными решениями, да, проектно-сметной документации, вот, застройщик зашел, когда, то есть там были неверно выбран способ и виды работ. Сейчас мы находимся на стадии допроектирования проекта. Согласно заданию госэкспертизы мы проводим исследования, то есть мы проводим исследования весенне-летние и летне-осенние периоды. То есть есть у нас уже данные по лету и весне, то есть, да, по оттайке грунтов, по температурному режиму. То есть сейчас мы оперативно работаем вот с госэкспертизой по данным. Как только мы осенью закончим, то есть все эти экспертизы, да, вот, по данным, тогда мы уже приступим к согласованию с госэкспертизой всех этих данных и отчетов, да, по изысканиям. И уже к концу года, я надеюсь, что все-таки мы отторгуемся по строительству Натуринской школы для того, чтобы нам этот объект закончить. Что касается у нас физкультурно-оздоровительного комплекса ФОКа, да, тоже долгожданный, злободневный такой вот вопрос. И я надеюсь, что мы к осени пройдем все-таки госэкспертизу эту, да, и определение сметной части, и уже будем участвовать, скажем так, начало реализации начнем мы к концу этого года. То есть есть компании-недропользователи, которые тоже изъявили желание поучаствовать в стройке этого объекта. Да, мы знаем, что у нас есть соглашение с «Газпромом», но кроме этого есть еще определенный ряд компаний, которые тоже готовы поучаствовать в стройке. То есть, да, потому что стоимость его достаточно серьезная, и сам объект он такой капиталоемкий, скажем так, и требует больших вливаний. То есть здесь нам одним бюджетом района не обойтись. По детской школе искусств в прошлом году была просрочка по срокам контракта. В рамках судебного производства сроки были удлинены. Сегодня работы ведутся. К концу года глава района надеется, подрядчик завершит основные этапы строительства. Отдельно сейчас изыскиваются источники по наполнению. Необходимо порядка 40 миллионов на техническое, музыкальное оборудование и мебель. В этом году предусмотрены и ремонты дорог. В городе проходит ямочный ремонт. Также подрядчики вышли на ремонт дорог в Витим-Пеледуй и Ленск-аэропорт. Управление производственного развития районной администрации осуществляет контроль. В этом году закончился ремонт дачной дороги. Завершили последние 400 метров. Осталась установка знаков и разлиновка дорожного полотна. Направили заявку по ремонту дороги к микрорайону Теплый Стан, чтобы на условиях софинансирования республика тоже могла поучаствовать. И, конечно же, ленчане озабочены вопросами ремонта республиканской дороги Ленск-Мирный, которую уже 3 года не могут привести в удовлетворительное состояние. Этот вопрос поднимается на всех уровнях. Конечно, мы отрабатываем сейчас с компанией «Алроса» перевозки по маршруту Ленск-Мирный для того, чтобы было порядка 2 стыковочных рейсов в неделю по льготному плоскому тарифу. Да, сейчас эта работа ведется. Кроме этого, также мы отрабатываем с иркутской компанией «Ираэро» в части субсидированных перевозок. Сейчас на стадии проработки этот вопрос находится, того, чтобы нам совместно потом и с Минтранспортом, и с правительством, то есть вопрос этот поставить.
В своем интервью глава района еще раз отметил, что молодежь – это наше будущее. Поэтому необходимо создавать и кадрово-управленческий резерв и поднимать на достойный уровень молодежный совет, чтобы они могли участвовать в жизни района. Ведь именно им предстоит здесь жить и работать. Ведется работа по профориентационным направлениям. В рамках года детства увеличили объемы финансирования по трудовым бригадам, так как с каждым годом школьников, желающих подзаработать, становится больше. Расширен перечень направлений по специальностям для поступления в вузы и СУЗы страны за счет администрации. Потребность в кадрах растет по многим направлениям. С каждым годом увеличивается число заявок от руководителей организаций. В процессе разговора глава отметил, что у района налажена работа с недропользователями, которых сегодня на нашей площадке работает достаточно много. Месяц назад по приглашению Талакан нефть и ПАО «Сургутнефтегаз» Александр Черепанов побывал на освящении православного храма в поселке Витим, который они построили. Компания вкладывается не только в социальную сферу строительства внутрипоселковых дорог, но и заботится о культурно-нравственном развитии населения поселка Витим. Далеко не все компании, да, у нас, к сожалению, ведут себя должным образом, да, но тем не менее с отдельными компаниями есть договоренности, да. Мы вот работаем и Тасюряхнефтегаз добыча, да, вот строительство стадионов тоже благодаря этим вливаниям. Отдельно мы работаем с Иркутской нефтяной компанией, это и обустройство и детского лагеря у нас, да, то есть на оборудование. Отдельно есть объемы по группе компаний по «Газпрому», «Газпром Заполярье», «Газпром нефть». То есть, ну, хотелось бы в целом, конечно, какой-то более, скажем так, вопрос даже не в том, что вливание денежных средств, а в обратной связи, то есть и взаимодействии. Вот в этом плане, конечно, хотелось бы усилиться. Усилиться, потому что здесь все мы проживаем на этой территории, потому что мы, ну, нет такой у нас, да, скажем так, вот отделять местный и не местный, да, мы считаем, что те компании, которые присутствуют на нашей территории, они все являются местными организациями, местными жителями. Да, и мы хотелось бы, чтобы на благо развития всех жителей, да, то есть они бы тоже вкладывались и в местную инфраструктуру. То есть те объекты и проблемные вопросы, которые есть, тоже совместно бы решали. Да, то есть я понимаю, что есть и налоговое отчисление, да, и те обязательства, которые по законодательству определены. Но тем не менее мы смотрим, то есть, да, на возможности организации, которые им присущи. То есть они могут это сделать достаточно, скажем так, быстро и эффективно. Ну и в завершении беседы мы задали традиционный вопрос о планах на будущее. Мы амбициозные планы не рисуем, да, потому что мы исходим из возможности все-таки бюджетной обеспеченности нашего района, да, и работе с недропользователями. Конечно же, да, у нас это нижеперечисленные стройки. Раз мы их сейчас завели, то есть необходимо дальше их заканчивать. Кроме этого, мы понимаем, что есть проблемы у нас вопросы в части общественных центров, да, культурных, досуговых учреждений в других населенных пунктах. Эти вопросы мы тоже сейчас прорабатываем для того, чтобы сейчас есть механизм именно и модульного для небольших сел. Отдельно у нас вопросы по Витиму, по строительству Дома культуры. На следующий год нужно тоже прорабатывать, изыскивать источники для того, чтобы этот объект включать, потому что, ну, как я говорил, что проектно-сметная документация уйдет, да, то есть, ну, в дальнейшем потом возвращаться. Отдельно необходимо ставить вопрос по кадровым вопросам, по здравоохранению, то есть это тоже такой, ну, ключевая сегодня, скажем так, сторона, да, всего этого вопроса, в том числе и оттока населения. То есть стратегическая цель, то есть нам улучшить качество, чтобы у нас повысилась и рождаемость, и оттока населения такого не было. Потому что, ну, отток населения по разным причинам он связан. Я не скажу же о том, что там у нас чего-то сильно не хватает, как бы, да, но тем не менее у нас люди, к сожалению, выезжают. Отдельно хотелось бы, конечно, развить вопросы по транспортной инфраструктуре. То есть, да, это и аэропорт наш. То есть требует все-таки внимания наш аэропорт, и все-таки взлетно-посадочная полоса должна быть в бетонном, наверное, исполнении. Сегодня все-таки, наверное, мы живем достаточно в 21 веке, и достаточно много компаний, которые, еще раз говорю, да, вот, которые заезжают через мирные вахты. Можно было задействовать нашу площадку, то есть Ленскую. Объемы можно было нарастить по авиаперевозкам. Было бы желание просто, да, вот, и с одной стороны, как бы со своей только, да, потуги от администрации района здесь вопрос, конечно, они тектонические, их сложно передвинуть, но как бы об этом говорить и налаживать
взаимосвязь, да, с правительством Республики Саха-Якутия, с другими федеральными структурами, конечно, в этом направлении нужно. Ну, отдельно, конечно, проект хотелось бы, да, чтобы начал реализовываться круглогодичные дороги, это по южному варианту. Да, то есть из таких больших мегапроектов, которые вот все-таки давно ставили, давно ждут, хотелось бы, чтобы эти вопросы тоже начали в какую-то сторону двигаться. А параллельно будет систематизировано то, что уже наработано по сельскому хозяйству, школьному питанию, перевозкам и еще некоторым направлениям. Все это для того, чтобы было меньше сбоев в работе.